Владимирович раньше возглавлял Белгородскую область, а сейчас у него будет новая миссия государственная, новая, так сказать, должность, новое поручение от президента. И Вячеслав Владимирович будет послом России в Абхазии. И с Абхазией он начал знакомиться отсюда, из Смоленска, ну точнее с вами, потому что Абхазия — это прежде всего люди. И я думаю, для Абхазии важно и интересно понимать, что за человек к ним приедет. И у нас сейчас с вами важная миссия, и у вас, и у нас, кто здесь находится, пообщаться и узнать о Вячеславе Владимировиче больше, как просто о человеке. И наша миссия, в общем, познакомить Абхазию с новым послом. Дети, поняли? Насколько у нас все ответственно. Ну ты расскажи миссию, кто такой посол, чтобы дети тоже понимали. А вот как раз, я думаю, Вячеслав Владимирович, как вы думаете, миссия посла, она в чем заключается главное? Сейчас скажу. А вот если честно, то для меня это тоже секрет. Послом никогда не был. Поэтому, ну, мне кажется, что в любой работе самое главное быть честным. И нужно любить свою родину, нужно уважать старших, нужно заботиться о детях, заниматься их воспитанием, заниматься здоровьем. И в любой стране, да, это главное. А дальше, я надеюсь, что уже в процессе работы мы вместе познакомимся и будем... Самое главное, что нужно решать проблемы, которые помогают друг другу. Вячеслав Владимирович, Абхазия такой регион или страна, если правильно сказать, с непростым менталитетом, с непростыми взаимоотношениями внутри страны. Много ли вы знаете о нас и изучали ли вы, может быть, историю новейшую, может быть, древнюю историю Абхазии? Я уже, наверное, штук 20 книг, да, нашел, в том числе все, что смог купить на маркетплейсах, что было издано в советское время. Последние исследования Российской академии наук. Я постарался найти художественные книги, романы. В Абхазии был только один раз, да, лет 20 назад. Сказать, что вот у меня большие познания нет, да, но у меня есть огромное желание, потому что понимаю, что древний народ с большими традициями, и опять, как и каждый, да, мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы, мы хотим, чтобы наши старшие жили всегда в достатке, были окружены вниманием и здоровьем. Это, наверное, базовое. А все остальное, оно познается уже в ходе. Слова можно говорить разные. Да? Все ведь мы же ценим людей в первую очередь за дела. Поэтому надеюсь, что вот, я очень рассчитываю и на ребят, и на взрослых, что мое вхождение вот в мои новые должностные обязанности, оно будет без помощи, я не обойдусь. Я буду просить всех, с кем общаюсь, чтобы мне помогли познакомиться с культурой, потому что я вижу, что очень творческий народ. Очень много писателей, художников и очень глубокая культура. И мне, наверное, очень повезло, что у меня есть такая возможность прикоснуться. Какие направления будут приоритетными вот в вашей работе? Я начинал свою трудовую деятельность фактически там с большой крупной компании, работал экономистом. С 2000 года я работаю в органах муниципальной власти, с заместителя начальника экономического отдела до мэра города. И поработал вот в муниципалитете 16 лет. А затем мне тоже повезло, я поработал в нескольких регионах. В городе-герое Севастополе, в Ставропольском крае. Сейчас работал в Белгородской области руководителем. Задача любого руководителя регионального муниципального – это жизненный цикл человека с момента не просто рождения, да, а с момента, когда семья принимает решение родить ребенка. И до того момента, когда мы уже прощаемся. То есть вот для многие говорят, что лицо головы – это кладбище. Почему? Ну, для Кавказа это тоже, да, как ты уважаешься к своим предкам, как к своему роду, как к своим близким. И вот этот жизненный, потому что если ты делаешь все, да, ну, ты делаешь не для кого-то, ты делаешь для кого? Для себя. Если ты построил набережную, ты построил детский сад, и тебе самому там неудобно находиться, значит все плохо. А если тебе приятно,
получаешь удовольствие, как здесь, да? Кажется, ничего необычного нет, но здесь вот прям душа живет. Но все-таки вы возглавляли российские регионы, а Абхазия – это независимая страна, и там вы будете послом. Как вы думаете, будет выстраиваться работа? Я думаю, что здесь самое главное, что оно должно быть на уровне уважения и равноправия двух государств. И мы все нуждаемся в общении, и дети показывают пример, да, сегодня, общаясь. Ведь вот мы посмотрели, здесь очень мудрое решение. Не будем показывать человека, который все это придумал. Когда вот он мне рассказывал, говорит, надо ехать. Я говорю, почему? А мы собираем команды, и мы их мешаем, и они общаются друг с другом. Мы же друг друга лучше узнаем, даже не по книгам. Ты посмотришь, если человек прячет глаза, вот разговаривает, да, прячет глаза, опускает, значит что-то не так. Вот. А когда ты разговариваешь с душой, честно, открыто, то тогда, мне кажется, нет никаких нерешаемых проблем. Проблем-то у нас, у российского народа, у абхазского народа миллиард. И чем больше делаешь, тем больше проблем становится. Это как яма, да, которую ты роешь, она чем больше работаешь. Вячеслав Владимирович, простите, тут Марьяна все внимание забрала. Детишки тут хотят пару вопросов вам задать. Бывали ли вы в озере Рица? Был. Я был. Мне очень понравилось. Я был в Абхазии, по-моему, лет, наверное, где-то 15 или 20 лет назад. Мы были, отдыхали где-то в Пицунде, неделю ездили на озеро Рица и были на даче Сталина, плавали, да, на катере. Впечатления, конечно, очень большие. Но мне только не просто еще озеро понравилось, мне понравилась очень дорога, да. К ущелью, Вот, да. да, это, конечно, ты останавливаешь, да, и, конечно, воздух, да, красота, ущелье, горы. Вот, ну, конечно, песня. Мне очень У кого еще есть вопрос, детишки? Да не стесняйтесь. Искренние вопросы у детишек. Вы бы хотели жить в Абхазии? У нас руководитель страны принял решение, отправляет меня на работу, и я буду там жить. Забираю То есть свою нет семью. такого, что вы будете в Абхазию на рабочие дни приезжать, а на выходные... Такого не бывает. Такого не бывает. А можно такой простой вопрос? Свободное время, какого у вас досуг? Вы занимаетесь спортом? Если занимаетесь, то каким? Ну, у меня главный вид спорта был работа, конечно, но 1,5 года назад мне сделали операцию на колено, на левое, 2 мениска и связки, а до этого я бегал по 10 километров каждое утро. То есть в 4 часа, у меня график очень простой. В 4 утра я встал, десяточку пробежал, в 5:50 я на работе. А в Абхазии во сколько будете вставать? Я постараюсь пораньше. Мне же нужно много узнать. Набережная новая как раз будет где бегать. У меня проблемы с бегом, но я люблю гулять, да, ходить, поэтому мне вот интересно. Но чтобы получить удовольствие, где-то нужно 15-20 километров проходить в день, чтобы ты прошел, почувствовал нагрузочку. Если сел на велосипед, хотя бы 50 километров проехать. Ну, в Абхазии можно и поплавать уже. Да, надеюсь. Но вот ближе очень пеший маршрут, особенно горные. Да. Ты когда идешь по горам, когда отдаешь нагрузочку, то с удовольствием. Да. Ну, лучше горы могут быть только горы. 100%. Так, у нас еще один вопрос. Если вы были в свои времена в лагере, что больше всего вам оттуда запомнилось? Я занимался спортивным ориентированием почти 5 лет. Вот сегодня говорил о том, что это лучший вид спорта для детей. Почему? Потому что ты всегда на свежем воздухе, в лесу, ты самостоятельно пришел, разбил палатку, да, приготовил, постирал, убрал. Плохо приготовил, все голодные. Да, не умеешь разбирать палатку. Ответственности тоже учат, да. Ты сам донес, да, ты становишься самостоятельным. А спортивное ориентирование, мне кажется, лучший вид спорта, потому что ты не просто бежишь, да, ты считаешь шаги, ты берешь азимут, и летнее ориентирование от зимнего очень сильно отличается. Для меня вот то, что я вижу сейчас, мне очень нравится, прям очень-очень. То есть вы тоже в палатках жили? Конечно. Мы каждые выходные в пятницу уезжали, в воскресенье приходили. И летом мы где-то на месяц уходили на Урал, да, по горам. Поэтому
Ну, как там, средние воры. Не такие, как в Абхазии. Не такие Вячеслав молодые. Владимирович, а как вы думаете, вот это детское увлечение повлияло на то, как вы работали всегда на своих должностях? То есть вы всегда были в поле, всегда были на виду. Насколько это повлияло? Понимаете, Или помогло? 100% помогло. 100%. Почему? Потому что если ты не... Вот мы сегодня тоже говорили как-то. Если ты не понимаешь цель, да, ты не понимаешь. То есть у тебя есть карта, у тебя есть цель, у тебя есть скорость, да, ты должен. Медленно идешь, проиграешь. Нужно бежать. Если слишком быстро побежишь, устанешь. Если ошибешься в расчетах, то есть как губернатор, да, он же должен сразу в 10, иногда в 50 плоскостях жить. И поэтому для меня вот военное училище, спортивное ориентирование очень много дало. У нас еще один вопрос. Марьяна, прости. Из зала, Дети из зала. требуют. Так, А если бы у нас в Абхазии открыли бы такой лагерь подобный, вы бы отправили своих детей бы? У меня дети большие, ну, они 100% приедут. У нас уже есть 3 внучки. Мы каждый год стараемся с сыновьями ходить по горам. Вот в прошлом году мы Алтай прошли километров 50. Позапрошлом году мы ходили из Карачаева-Черкесии. Мы перешли через Большой Кавказский хребет, вышли из КЧР, пришли в Сочи. Да. 3 дня шел ливень, гроза, слово мокрые. То есть мы сухими не были. Да, это прям удовольствие. Кажется, таких лагерей, вот их должно быть много. И приглашается очень, потому что нет вот такой красоты, как в Абхазии, например, при всем уважении к Белгородской области, там, к Пензенской, откуда я родом, к Смоленской, такого нет. И показать, да. А что очень? Ты приехал в детстве, посмотрел на красоту, ты обязательно вернешься потом, привезешь. А это, извините, доход. Он приехал, привез семью, рассказал, с большим смыслом. Экономика, да. 100%. А это рабочие места, доходы в бюджет, развитие отрасли. Поэтому вот здесь не просто там поиграть чуть-чуть, это большой смысл имеет. ну я надеюсь, у нас в Абхазии было в советское время очень много туристических маршрутов с КЧР, с Кабардино-Балкарии. К сожалению, пока не получилось их открыть. Я думаю, что с вашей легкой руки мы сможем сделать как и с российской стороны, так и с абхазской, чтобы пошло это движение. Дружу с главой Карачаева-Черкесии, вместе учились с главой Кабардино-Балкарии. Договорились. Пограничники, самое главное, тоже, чтобы не Пограничников знаем, Ну, договорились. отлично. Вместе пойдем в поход. 100%. Я готов первый идти. Вячеслав Владимирович, вы были самым медийным губернатором, да, так скажем. Вы выходили в прямые эфиры, выезжали с места, да, каких-то происшествий в Белгородской области. Насколько вам позволит, как вы считаете, дипломатический протокол вести такую же открытую деятельность уже на посту? Не знаю. Не знаю. Я Ну, а вам вы сами готовы сейчас быть скажу. открытым? Смотрите, задача была очень простая. 1,5 миллиона человек мы хотели зайти с изменениями, с которыми пришли, с идеями, в каждую семью. И поэтому с учетом современных коммуникаций я должен был физически зайти туда, да? Это тяжело. Хотя за первый год работы я лично пообщался с 12 тысячами человек. Я думал, что умру. Но это реально тяжело. Вот. Поэтому, но с другой стороны, то есть мы прошли, люди поверили, и потом вот уже сопровождение через социальные сети, оно было просто необходимо. Почему прямой эфир? Война началась. Да, и от того людям страшно, изменения большие, от этого зависит жизнь, и нужна была оперативность. Поэтому вот она вся история. На новой работе, я честно скажу, я в Министерстве иностранных дел не работал. И все зависит от задачи, которая будет поставлена. Если медийность поставлена будет, да, я понимаю, что нужно делать. Если это не поставят, ну, буду ходить ногами. Поэтому, мне кажется, для меня это гораздо удобнее, привычнее разговаривать с людьми, чем... А бывало так, что вот какая-то ситуация, протокол требует одного, инструкция одного, а вы понимаете интуитивно, что нужно действовать согласно, да, своему чутью? Ну, конечно. И поэтому в такие случаи я протокол с собой не брал. Так, у нас еще один вопрос от детишек. Как вы думаете, возможно ли спортивный туризм открыть в Абхазии? Да, вот мы сейчас говорили, прям, если от меня что-то будет зависеть, да, я просто предлагаю, вот вы мне подскажете, и вместе с вами вот эту работу сделать, потому что это очень правильно. Почему тоже?
могу сказать, лучше вкладываться в спорт, чем в больнице. Чем больше ты вкладываешься в спорт, чем больше люди занимаются спортом, тем меньше затрат в строительстве в больнице и в таблетке. Это гораздо дешевле. Лучше заниматься спортом. Поэтому, а когда ты ходишь по горам, больницы будут не нужны. Все будут здоровы. 100%. Девочки, кто у нас следующий? Вот вы же в детстве были в таких туристических Да. лагерях, а вот во взрослой жизни? В прошлом году мы прошли вот за 3 дня, за 2,5 дня 50 километров. Но по горам. Мы шли на Алтай от Белокурихи, и мы уже... А в позапрошлом году мы прошли где-то 40 километров. Поэтому мне очень нравится. Вот вы, Вячеслав Владимирович, рассказали, что закупили и нашли в библиотеках, где было доступно много литературы по Абхазии. А вообще вы читать любите? И какая любимая книга у вас в жизни и почему? Из любимых, ну, вот если вспоминать свое детство, мне очень нравился Джек Лондон. Прям очень нравился. Мне очень нравился Конан Дойль. Да, Джек Лондон, это вообще было, вот и когда в военном училище, даже вот у тебя плохое настроение, на любой стране, вот открываешь его, да, и читаешь, и ты удовольствие получаешь. Вот. Мне очень нравится, она такая небольшая, но очень правильная книжка, Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», да, вот она как-то вот откладывается, отложилась, поэтому... Если начинаешь читать, конечно, вот с учетом специфики работы, хочется побольше уходить. Да, в последнее время, не знаю, может быть, в старость, да, мемуары. Мемуары, да, различные, потому что вот воспоминания... Ну, это жизненный опыт, который Да, может да, тоже тебе интересно пригодиться. становится, да. А вот в возрасте, конечно, детей это приключение. Я вот был в шоке. Айзек Азимов из Смоленской области. Беляев тоже Беляев, наш Беляев, фантаст. да, потому да, что всю жизнь в детстве читали, да. И Азимова, и Беляева, это прям, вот для меня прям открытие. Да, прям очень круто. Давайте к политике все-таки вернемся. Профессиональный журналист. Вячеслав Владимирович, как вы думаете, какие главные точки соприкосновения, точки интереса между Абхазией и Россией? Где вот эти вот точки роста, да, на которые мы должны удобрять, чтобы у нас было такое урожайное взаимоотношение? Вот, если честно, чувствую себя неудобно. Почему? Потому что все знают русский язык, а я абхазский не знаю. Мне кажется, язык, да, одна из основ культуры, и вот мне очень хотелось бы, очень много читал, что очень сложный язык. Я бы пытался там даже выучить несколько слов, даже не буду позориться, не буду говорить, но это очень важно. А все остальное, опять, вот с моей точки зрения, это общение. Мы живем в век, когда уже энциклопедические знания, они, если есть Wi-Fi, они все есть в смартфоне, и ты их в любой момент, если ты их получишь. А вот коммуникативные навыки, общение с людьми, эмпатия, которая или формируется, или нет, но это очевидно, это главная ценность вот уже в их мире. Знание уже не такой уровень, да, как в нашем. То есть мы все зубрили, учили, да, а у них, им это не надо. Почему? Потому что они в любой момент. А вот как общаться с людьми, очень важно общение. С любым, да. Вот этот навык, его нужно. Ну вот, и поэтому, конечно же, тоже переживая за что, все-таки я родился в Пензенской области, и несмотря на то, что в Ставропольском крае работал, там все-таки очень важно понять традиции. То есть тоже вот мы сегодня сидели, да, застолье. Первый раз услышал, что во время нельзя вставать. И вот, Выходите из-за стола. да, выходить из-за стола. Вставать можно, да, а вот выходить из стола. И вот здесь тоже вот начинаешь переживать, как бы что-то сделать не так, чтобы не обидеть. Но я думаю, что вот тоже. Ну, если что, рядом встанем, Да. поможем. Поэтому Вы руководили очень непростыми. Закрытый город, Ставропольский вы край посмотрели? пограничный, конечно, мы готовились. Севастополь, Белгород, да, тоже воюющий, получается, да, область. Как вы думаете, вы приобрели какие-то качества или раскрыли что-то, что у вас было? Это какая-то судьба вас свела, да, вот с такими должностями? И как вы думаете, вот как вы оцениваете вот свой карьерный путь? иногда в шутку, да, думаешь, что же я сделал там. А с другой стороны, я на самом, если говорить искренне, я, конечно, благодарен судьбе. Почему? Потому что
У меня ощущение, что вот даже за последние 6 лет я прожил 10 жизней. Вот прям реально. Такое ощущение, что лет 50 за 6 лет. С другой стороны, когда вот прощался в Белгородской области, я говорил, что самый тяжелый период в моей жизни в работе, это был Севастополь. Я вообще думал, что умру. То есть, ну, потому что это настолько было тяжело. Севастополь вернулся в Россию, да, и вот 20 лет в составе Украины, военный город, меня поймут сейчас, военный, где практически все военные. Город русских моряков. Да. Русская весна началась с Севастополя. И вот, и, конечно, было прям очень тяжело. Поэтому я счастливый человек с точки зрения того, что вот такая большая география, очень много различных направлений. Эффективность, да, это там следующий вопрос. Ну, война просто тяжелая и страшная вещь. Конечно, вспоминаешь всегда, у меня дедушка на Курской дуге воевал, как раз правую руку потерял. И мы все через это прошли, вот взрослые, когда старшие говорили, и Абхазия прошла, да, не так давно, когда все говорили одно: все, что угодно, да, можно прожить, самое главное, чтобы не было войны. Вот и войну, вот сейчас вот только я понимаю, насколько это... Что эти слова да, значат? что значит. То есть это страшно. И самое главное, чтобы нам вот эту войну побыстрее закончить, победить. И развивать, нужно детей воспитывать, развиваться. Детьми, стариками, школы, маршруты, образованием заниматься. От этого получаешь огромное удовольствие. Вячеслав Владимирович, один вопрос могу задать. Вы много раз сказали о литературе абхазской, что вот вы закупили несколько книг. А какие книги, если вы помните, если начнете читать, с чего начнете? С какой? Я могу сказать, вот роман о событиях позапрошлого века, художественный, да. Последний изушевший. Да, и это первое, я ее не покупал, мне подарил мой очень хороший товарищ знакомый, и он мне сказал, не буду говорить его фамилию, он говорит: Слав, прочитай, вот здесь прям душа абхазского народа, ее многовая боль, история, и там вот это первая книга, которая вот у меня в моем плане. Вы знаете, многонациональный народ Абхазии прошел очень долгий тернистый путь. Наша государственность более 1200 лет. И народ Абхазии очень много что увидел в своей жизни. И вот я очень внимательно слушал вас, и я уверен, что, во-первых, абхазы ждут народного посла. Это очень важно. Человека, который будет близок к народу. И слыша вас, я уверен, что именно вы такими будете. Поэтому искренне хотим вам пожелать удачи. Самое важное — слышать народ, видеть народ, общаться с ним, не только, как бы это сейчас ни звучало, не только с чиновником общаться, но с самыми простыми людьми. Это чиновник говорит. Которые переживают за свою страну. Это правильный чиновник говорит. Да. Ну, спасибо вам большое, спасибо. У вас еще вопросы остались? Мы не имеем права прервать. Что больше всего понравилось в Абхазии? Я честно скажу, кухню я так и не попробовал. Я в то время был, когда не было ни хурмы, ни мандаринов, не поспели. Вот я видел природу, я видел море, я видел горы, я видел вот эту красоту, я видел природу. Вот. Можно мне? Поэтому природа мне больше всего понравилась. Основной кульминационно все-таки хочется вопрос задать. Вы в Абхазии не жили, вы сказали, были один раз и то в гостях. Скажите, пожалуйста, вы готовы плечом к плечу стоять с нашим народом и идти нога в ногу? Потому что у нас свой менталитет, свои традиции, свой уклад жизни, культура. Вот как вы на сегодняшний день можете нам ответить на это? Я могу сказать, если бы я к этому был не готов, смысла не было бы соглашаться идти. Спасибо вам большое. Не будем больше. Спасибо еще раз. Завершая нашу беседу, я, наверное, имею право, мне абхазы позволят это сказать. Мы ждем вас у нас в Абхазии. Очень надеюсь, что
благодаря нашим общим усилиям и россиян, и вашей дипломатической миссии, и нашим абхазским друзьям сделать все для того, чтобы Абхазия не стала больше никогда снова горячей точкой, чтобы те испытания, которые уже выпадали на ваше плечо, на вашу судьбу, самые сложные остались позади, а впереди нас ждала продуктивная и конструктивная работа. Спасибо еще раз. Но я надеюсь на помощь на вашу. Буду обращаться. Я еще 5 копеек своих вставлю, просто как человек, который является губернатором Смоленской области, да, и я вот немного расскажу, коллеги, он так скромно сидит, но в нашем сообществе, губернаторском сообществе, это очень уважаемый человек. В каком смысле? Ну, вот есть разные регионы, богатые регионы, менее богатые, больше, но такие испытания, которые сейчас проходит Белгородская область, мало кто прошел. Это я вот искренне могу сказать, абсолютно. И не только колоссальный опыт, но это огромная мужественность, вот это факт. Поэтому могу сказать, если уж Вячеслав прошел уж такие очень достойно, а я могу сказать, мы все общаемся очень достойно, то уж поверьте, вот вы правильно сказали, что там плечом идти, плечом к плечу. Вот если уж с народом Белгорода уж такие, то уж на крайних точках, то уж поверьте, вы сильным плечом. Это вот я вот независимо могу сказать, как человек, который точно общается. Сильным плечом. И я с таким мощным профессионалом и очень мужественным человеком. Это факт. Это факт. Поэтому я считаю, что будет хорошее подспорье. И самое главное, вот тоже, может, да, правильно, чиновники и так далее, но там слово такое мне не очень нравится, госслужащие, все-таки служащие, да, но в чем отличие, мне кажется, Вячеслав, что все равно, правильно сказали, протокол есть протокол, но когда надо решать, принять верные позиции, правильное решение с точки зрения справедливости по отношению к жителям, гражданам, всегда будет принято то решение, которое в данный момент считается целесообразным. Это очень важно тоже для защиты именно населения в различных его интересах. Это я вот просто независимо могу сказать, как человек, который тоже в сообществе губернаторском Спасибо был. большое. Но мне кажется, мы все же вот все время на любой должности, все время, каждый день думаешь, да, мы же все временные люди. Мы же все приходим на эти должности, все временные. То есть это кресло вечное. И поэтому ответ очень простой. Как ты с людьми, так и люди с тобой. Если ты по-человечески, даже сложно, даже поругаться, обняться, помириться и идти дальше все вместе. Поэтому самое главное все по-честному. Все по-честному. Да. Спасибо большое.